Сегодня мы будем переводить и комментировать аятов из 5 суры Корана, которая называется Аль-Маида, трапеза. Я напомню вам, что наша основная цель передачи Нуруль Ислам, свет Ислама, это чтобы мусульмане близко познакомились со своей священной книгой Коран. Поэтому мы в каждой передаче берем по одному суру из Корана по порядковой очереди и из аятов этой суры строим нашу передачу. Хочу особо подчеркнуть, что невозможно правильное понимание Корана с чтением дословных переводов его, не изучив толкования и комментарии богословских ученых на ту или иную аят. Те телезрители, которые успели посмотреть на несколько передач «Свет Ислама», наверное, заметили, что мы строим нашу передачу следующим образом. Перевод прочитанных аятов, затем толкование и комментарии этих аятов, приведя хадисы, изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, которые имеют связь и отношение к прочитанным аятам Корана. И на основе упомянутых аятов и хадисов делаем насихат, добрые наставления. Но мы не хотели бы ограничиваться только на этом. И поэтому просим вас послать к нам в адрес передачи «Свет Ислама» вопросы, которые вы хотели бы услышать ответов на них. Это сделало бы нашу передачу более разнообразной и интересной, и, может быть, после каждой двух передач на третью мы остановились бы на ваших письмах и ответили бы на ваши вопросы, и условно назвали бы эту передачу «Вопросы и ответы». Итак, начнем с части 3 аята 5 суры, которая называется Аль-Маида, трапеза. В ней 120 аятов. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. Перевод. Сегодня я завершил для вас вашу религию и закончил для вас мою милость и удовлетворился для вас исламом как религией. Толкование и комментарии. В этой части аята Аллах дает знать мусульманам, что Он полностью разъяснил им религию. Под словом «религия» имеется в виду путь, по которой Аллах указал людям идти. И еще Аллах сообщает нам, что религия Его – милость людям. Разве может быть больше милости, чем та милость, которая спасет тебя от ада и поведет тебя к раю? Суть религии, конечной цель ее заключается именно в этом. Затем Аллах конкретно указал на ту религию, которая его удовлетворяет, и эта религия – ислам. Ни одна религия, кроме ислама, будь она христианская, иудейская или буддийская, не будет принята Аллахом в судный день. Ибо не бывает несколько истин. Истина только одна, и она заключается в исламе. «Фамаза ба'даль хакки илля валяль». Что может быть после истины, кроме заблуждений, сказано в Коране. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Кто будет искать и придерживаться, кроме ислама, другой религии, не будет принято от него, и он на том свете окажется в числе потерпевших убыток, сказано в Коране. Меня удивляет у христиан одно. Они видят ошибку и заблуждение иудеев в том, что они не верят и не признают Иисуса и Евангелие.
ограничившись признанием Моисея и Тору. Но в то же время и они сами, христиане, точь-в-точь повторяют ошибку и заблуждение иудеев, не веря и не признавая Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и Корана. Хотя все они, и Моисей, и Иисус, и Мухаммад, алейхимуссалям, и Тора, и Евангелие, и Коран из одного источника, от Аллаха, Творца и Создателя, единого и всемогущего. Далее, комментируя этот аят, богословы видят в нем довод на отрицательное отношение ислама к новшествам религии. Если Аллах говорит: «Я завершил для вас вашу религию», то не может остаться в ней место к чему-то новому. Как не остается место в сосуде, в воде, если он наполнен до края. И как не останется места кирпичу, если стены здания завершены. Богословы отмечают, что есть бид'a, то есть новшество порицаемое, и есть новшество одобряемое. Порицаемое новшество определяется тем, что у него нет основы в шариате, как, например, отмечать 40 дней, или 52-й день, или годовщину умершего. Одобряемым новшеством считается то новшество, которому есть основа, далилун ам, в шариате, как, например, чтение маулида. Маулид – восхваление пророка. Сам Аллах восхвалил его в Коране, сказав: «Ва иннака ла аля хулукин азим», и поистине ты человек великого нрава. Доказательством того, что новшество делится на одобряемое и на порицаемое, является достоверный хадис Муслима, где говорится: «Ман санна фил ислами суннатан хасанатан, фалаху аджруха ва аджру ман амиля биха мин ба'дихи, мин гайри ан янкуса мин уджурихим шай. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه Муслим». Тот, кто станет основоположником хорошего обычая в исламе, тому его награда. И еще столько наград, сколько получит каждый от совершения этого обычая, при этом не ущемив наград совершивших. И тот, кто станет основоположником плохого обычая в исламе, тому его грех, и еще столько грехов, сколько получит каждый от совершения этого обычая, при этом не уменьшив грехов совершивших. На этом закончим толкование и комментарии вышеназванного аята. Теперь возьмем аят 91. Бисмиллахир рахманир рахим. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. Перевод. Сатана желает заронить среди вас вражду и ненависть вином и азартными играми, и отклонит вас от поминания Аллаха и от молитвы. Удержитесь ли вы? Толкование и комментарии. В этом аяте Аллах напоминает нам, что шайтан наш главный враг, и что его главная цель – это породить среди мусульман вражду и ненависть друг к другу и заставить нас забыть Аллаха и молитву. Для достижения этих своих гнусных целей шайтан пользуется многими и разными средствами, в числе которых главное место отводится спиртным напиткам и азартным играм. В конце аята Аллах обращается к мусульманам с вопросом: «Удержитесь ли вы?» Это означает гнев Аллаха к тем, кто употребляет спиртные напитки и играет в азартные игры.
Это вопросительное обращение Аллаха в конце этого аята наподобие человека, сильно разгневанного и требующего от другого остановиться с вопросительным обращением. Ты остановишься или нет? Дорогие братья-мусульмане, бойтесь Аллаха, не совершайте и остерегайте сход больших грехов наподобие употребления спиртных напитков и игр в азартные игры. Если вы действительно верите в Аллаха и в то, что вы предстанете перед Аллахом в день воскрешения. Муки и страдания в аду неизбежны тому, кто будет пренебрегать назиданием Аллаха. Есть очень много хадисов нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, про муках на том свете тому, кто будет употреблять спиртные напитки. И поскольку у нас времени мало, я думаю, будет полезно, если мы продолжим эту тему в следующей передаче, иншаллах. К большому сожалению, эта тема сегодня актуальна в Дагестане. Спасибо. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.